Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Фатиме Селяметова о последних событиях прямо сейчас. На каком этапе благоустройства соборной мечети Крыма? В Крыму открылся самый крупный семенной завод на юге страны. Советский 9-й раз стал площадкой фестиваля крымско-татарской культуры. К столетию со дня рождения в Крымско-татарском музее прозвучали песни знаменитой певицы Эдие Топче. Новый спортзал с опережением графика построили в крымско-татарской школе в Советском. К соборной мечети в Симферополе провели сети газоснабжения. Котельня уже готова, теперь осталось подключить голубое топливо к объекту. К финалу подходит и строительство гостевого и административного корпусов. На этой неделе в Крым приедут специалисты из Турции, они займутся отделочными работами в самой мечети. Подробности знает Айша Шулакова. На строительной площадке соборной мечети звук техники и инструментов практически не прекращается. Работы ведутся в 2 смены. На объекте трудится порядка 100 человек. Фасад гостевого и административного корпусов почти готов. Они облицованы натуральным белым камнем. Его специально привезли из Турции. Осталось установить сложные элементы декора, карнизы. Затем рабочие приступят к внутренней отделке помещений. Уже начаты фасадные работы на мечети. Непосредственно главный купол уже полностью облицован. Ведутся работы по облицовке полукуполов, арок главного купола. Соборная мечеть возведена в османском стиле с большим куполом, 4 минаретами и ансамблем малых сводов. Основной почти 30-метровый купол облицован свинцом. Специалисты используют старинную технологию, все вручную. 50-метровые минареты выполнены из белого мрамора. Их украшают золотые полумесяцы. Алемы башен покроют краской, которая по составу не уступает сусальному золоту. Образцы внутренних пенджере, выполненных из полимеробетона. Эти эксклюзивные витражные окна установят внутри мечети. Их почти 160 штук. Уникальный дизайн проемов в крымско-татарском стиле. А вот наружные окна уже установили. Они из такого же материала, но полностью белоснежные. Окна эксклюзивные. Это ручная работа. Материалом является полимеробетон, внутри которого армированное 6-миллиметровое стекло. Данные окна выполнены в османском стиле, который наиболее подходит для наших условий, для Крыма. Параллельно строители приступили к благоустройству территории. Сейчас они заняты укладкой асфальта. Именно здесь будет парковка, которая рассчитана на 8 автобусов и почти 200 машин. Комплекс в ходе региональной недели совместно с муфтием мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаевым посетил депутат Госдумы России Руслан Бальбек. Подрядчики отчитались о проделанной работе и провели экскурсию по объекту. Вот стоит на той стороне, видите, да? Да. Все уже кинули. То есть сейчас у нас уже будет соединена котельная полностью, там газовики соединят и уже она готова полностью. Важное событие. Крымгаз провел сети газоснабжения к религиозному комплексу. Котельная уже год как готова, теперь осталось подключить голубое топливо. Уже на этой неделе в Крым приедут специалисты из Турции. Они займутся внутренним оформлением мечети. Эти люди строили самые знаковые религиозные объекты у себя в стране. 10 октября около 30 контейнеров прибудут с необходимыми материалами. Специальная группа турецкая, которая имеет колоссальный опыт во внутренней отделке, то есть это и росписи, и, конечно же, вот все, что связано с особенностями культовых мусульманских объектов. Эта соборная мечеть совсем скоро станет центром мусульманской общины полуострова, самой крупной в Восточной Европе. Она сможет вместить почти 3000 прихожан. Я поздравляю наш народ, единоверцев, со строительством такой мечети. Я рад, что уже проделана такая масштабная работа. Это хорошая основа, радость и вера для нашего будущего. Мечта всей жизни. Для нас это большая честь. Строительство комплекса планируют завершить в следующем году. Убранство Джума-Джами выполнит в сочетании современного стиля и национального орнамента. Ей придадут крымско-татарский колорит ханской архитектуры. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Воздушно-акробатическое шоу в Крыму с парашютистами и журналистами 20 федеральных каналов. Цифровой прыжок совершил и министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Наша съемочная группа не осталась в стороне. О первом цифровом прыжке с парашютом Эльмаса Блакимова. 20 парашютистов в ярких костюмах парят над землей. Они в небе создают фигуру цифровой бабочки. Это символ перехода республики на цифровое вещание.
Такая акция приурочена к переходу Крыма на цифру. Крым первым среди российских регионов получил третий мультиплекс цифрового телевидения, куда вошли наши региональные телеканалы. 20 федеральных и 4 крымских канала после перехода станут доступны всем жителям страны. Принять участие в акции пригласили журналистов. Артем Жадан 7 лет в парашютном спорте. Сегодня в тандеме с ним мне предстоит прыгнуть с парашютом. В ярко-желтой форме журналисты вместе с инструкторами заходят в самолет. Мне повезло, разрешили сесть на место второго пилота с наушниками на голове и штурвалом в руках. Ан-2 устремился ввысь, быстро набираем высоту. Шаг в бездну из самолета. Секунды свободного падения над Симферополем. Мы только что прыгнули с высоты более чем 3000 метров, 3 километра. Сейчас у нас высота примерно километр. Мы уже раскрыли парашют. Отсюда открывается просто замечательнейший вид на весь Симферополь. Дома как будто игрушечные, серьезно, детали Лего. Под цветными куполами 5 журналистов в тандеме с опытными парашютистами. Внизу на земле флаги федеральных телеканалов. Интервью сразу по приземлению. Как эмоции, как впечатления? Так, эмоции зашкаливают. Огромное количество адреналина. У меня до сих пор немного дрожат колени. В акции принял участие министр внутренней политики, информации и связи республики. Тренировки на земле и в самолете. И, конечно, сам прыжок. Крылатая машина в небе. И вот цветные купола парашютов раскрылись. Спасибо цифровому телевидению, что дало возможность мне совершить такой необычный, интересный прыжок. Я думаю, я буду еще повторять и повторять. Дело за будущим. Волонтеры на земле развернули огромный цифровой флаг страны, а в воздухе парашютисты парят с флагами федеральных телеканалов. До 2021 года 100% территории Республики Крым будет покрыто цифровым эфирным вещанием. И самое главное, что бесплатным и пожизненным. 64 региона страны уже перешли на цифровое вещание. Оставшийся 21 перейдет на цифру 14 октября. В бюджет республики заложено порядка 60 миллионов рублей на компенсацию покупки ТВ-тюнера малообеспеченным слоям населения, а также спутникового оборудования в местах, где цифрового сигнала нет. Эльмас Аблакимова, Эрвин Миралиев, Герай Абдулаев, телеканал Миллет. Цифровое телевидение в Крыму! Все будет четко! В Красногвардейском районе начал работу крупнейший семенной завод на юге страны. Он готов обеспечить полуостров качественным материалом на 75% и экспортировать семена на материк. В час завод производит порядка 10 тонн зерна. В торжественном открытии завода принял участие министр сельского хозяйства Крыма и наша съемочная группа. Тут заделка где-то 3 сантиметра стоит, да. Нормально. Руководитель Минсельхоза республики и директор завода проверяют, на какой глубине посеялись зерна пшеницы. Буквально несколько секунд назад здесь проехал трактор с сеялкой. Это первый посев зерна, который подготовили в новом семенном заводе. Его построили всего за 1,5 года в селе Найденовка Красногвардейского района. Завод уже идет полной силой, они и фасуют, и уже продажа. 1200 тонн они уже продали. В этом году уже семена сеют все наши товаропроизводители. На новом предприятии более 10 единиц тяжелой техники. Это тракторы, комбайны, почти столько же современного оборудования от немецкого производителя сортируют семена внутри завода. Все, это мы запустили что? Мультичаститель? Полностью, да. Полностью все идет, сейчас оборудуют. Аналогов такого оборудования в Крыму еще нет. Сортировка начинается вот с этого мультиочистителя. Мультиочиститель отбивает зерно от всякого вороха. На решетных столах они отбиваются. Дальше зерно переходит вот сюда вот на триера. В нем зерно распределяется по размеру. После сырье попадает на такой вот пневмостол. Видеозачистка зерна
Вот сюда вот идет вверх хорошее зерно, а вот этот путь идет. Плохое зерно, мелкое, дробленка. Из мелких делают муку, из крупных семена. На этом заводе производят более 10 видов элитных и суперэлитных семян. Среди них ячмень, кукуруза, горох, лен. Нет специализированных хозяйств, да, часть фермеров производит семена, ну и также торгуют. Поэтому на рынке присутствуют семена, ну, и низкого качества, и среднего. Да. Наш завод рассчитан на то, чтобы вести семеноводческую работу на высоком уровне. Новое предприятие обеспечило рабочими местами более 20 человек. В планах руководства реализовать высококачественные семена не только крымским, но и аграриям Российской Федерации. Завод будет работать круглый год и производить более 70 тысяч тонн семенного материала. Султания Такаева, Фатиме Сейдометова, Виталий Голубев. Телеканал «Миллет». В Крыму в страшной аварии погибли 3 человека. ДТП произошло на трассе Таврида в районе поселка Приморское. Один из легковых автомобилей, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате погибли 3 человека, 5 пострадали. По предварительным данным ГИБДД, виновник аварии погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. Сейчас среди пострадавших в тяжелом состоянии находится студент КИПУ Амет Салединов. У молодого человека перелом левой руки, ноги, таза и глубокие порезы на подбородке. Об этом сообщают родные пострадавшего. Сейчас крымчанин лежит в реанимации в Кировской больнице. В случае стабилизации состояния его планируют перевести в Симферопольскую больницу. Амет Салединов потерял отца, тетю и родственника, который был за рулем. Нуждается в долгосрочном лечении. В социальных сетях уже начался сбор средств. Помочь может каждый из нас. Информацию для связи вы видите на своих экранах. На перебой электричества, испорченную воду, отсутствие асфальтированных дорог и на редкие рейсы 29-й маршрутки пожаловались жители Строгановки новому председателю поселкового совета. К тому же общеобразовательной школы в селе нет, местные дети ходят в Денисовскую. Она перегружена почти в 3 раза. Родители жалуются на то, что дети вынуждены учиться в 3 смены и просят руководства построить учебное заведение в самой Строгановке. Мы предлагаем вариант, чтобы устраивало всех. Во-первых, это подъезд, дорога, чтобы транспортная, да, система была удобная для родителей подвозить из соседнего села в том числе. И, конечно, чтобы нам разрешили по нормам строительства, чтобы это была не заболоченная местность, а все нормы выдержали. И нам разрешили, чтобы не получилась такая же ситуация, как с детским садом, которое рядом построили. Уже много лет люди ждут ремонта дорог. Здесь более 100 улиц, а заасфальтирована только одна, центральная, которая ведет к соседним селам Денисовке и Ивановке. Есть у нас улица Миркизи, центральная дорога, которая идет 166-й автобус, да? Вот. Там вообще нету дороги практически. Просто отсыпали, и постоянно пыль, и люди, многие жалуются обращениями. Должность председателя Трудовского сельского совета заняла Наталья Галенко. Она намерена совместно с депутатским корпусом встретиться с жителями каждого села, обсудить все интересующие их вопросы и найти пути их решения. Первоочередные задачи – это сделать все-таки реальный социальный бюджет, исходя из наказов жителей. Мы планируем собрать наказы в ближайшие 2 недели, их обработать и на сессии депутатами рассмотреть и принять программу социально-экономического развития. Наркоплантация в подвале дома. В Армянске пограничники обнаружили лабораторию по производству растительных наркотиков. Во время рейда в погребе было найдено более 2 десятков кустов конопли, около килограмма данного растения в высушенном виде, готового к реализации. Произведенные наркотики планировали отправить в один из субъектов центральной части России. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Протоколы и штраф в размере 5000 рублей. Сотрудники Департамента административно-технического контроля совместно с представителями МВД Республики Крым провели рейд в Симферополе. По улице Маяковского незаконно предоставляли автострахование. Возбуждены административные дела. Присутствует физическое лицо, документы никакие не показывают. То есть на данный момент проведена фотофиксация, видеофиксация. Предоставили только свои документы вид на жительство, то есть дальнейших разрешающих документов об оказании услуг не предоставляется, то есть и ведут себя как-то по-хамски.
Голос, звучащий сквозь века. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия прошел вечер памяти легендарной певицы, заслуженной артистки Узбекистана Эдие Топче. На столетие со дня ее рождения собрались композиторы, поэты, общественные деятели, артисты, журналисты и родные артистки. Они поделились своими воспоминаниями. Артисты современной крымско-татарской эстрады исполнили песни из ее репертуара. Сотрудники музея подготовили мультимедийную презентацию о жизни и творчестве Эдие Топче и презентовали ее зрителям. Родилась она в Бахчисарае, увлеклась музыкой в детстве, а потом посвятила ей всю жизнь. Брала уроки у знаменитых крымско-татарских композиторов. Впервые голос певицы прозвучал по радио в 1935 году. После выселения стала вокалисткой ансамбля песней танца «Хайтарма». А в народе Эдие Топче стали называть соловьем крымско-татарского народа. Жизнь талантливой исполнительницы оборвалась 7 ноября 1967 года после тяжелой и длительной болезни. Ее творчество до сих пор исследуется. Она оставила нам богатое наследие. И от лица музея мне хотелось бы поблагодарить ее родных, близких, которые помогли нам, предоставили фотодокументы, архивные материалы из наследия Эдие Топче. И благодаря вот этому интересному материалу сегодня мы, конечно, можем представлять и популяризировать так, как нам хотелось бы раскрыть какие-то неизвестные грани певицы. Сотрудники музея поблагодарили родственников Эдие Топче за предоставление архивных материалов и фотографий, а также за помощь в организации памятного вечера. Все семьями ходили там на концерт и слушали вот этот концерт, смотрели ансамбль «Хайтармы». После концерта обязательно приходили нам и певцы, и музыканты. Ну, непосредственно, конечно, как родная, близкая тетя. Со своим мужем Суфьяном они были в гостях. 9-й региональный фестиваль крымско-татарской культуры «Ичкынах-Миллеры» прошел в Советском. Более 50 коллективов из разных регионов Крыма собрались на одной площадке показать свои таланты. В красоту и многогранность крымско-татарской культуры окунулись и наши корреспонденты. На сцене ансамбль «Кок-Кушагы» в исполнении солистов крымско-татарский танец «Кушчеклар», что в переводе «птицы». Так, в поселке Советский начался 9-й региональный фестиваль крымско-татарской культуры «Ичкынах-Миллеры». Мы приехали из Старого Крыма, чтобы показать свое мастерство всем людям. Наш ансамбль называется «Кок-Кушагы». Мы сегодня будем танцевать танец. Танец называется «Кушчеклар». Нам очень понравился, и в следующем году мы будем обязательно участвовать. 15-летняя Назифе впервые принимает участие в конкурсе. Она долго и упорно готовилась. Сейчас на сцене исполняет народную песню о любви. Я приехала и спела песню «Ачмадаяре». Мне эта песня уже давно нравится, и я решила, почему бы ее не спеть. Я жду от сегодняшнего фестиваля победы. И спасибо организации за такой прекрасный фестиваль. Фестиваль объединил в одном зале и профессионалов, и аматоров-любителей. Свое мастерство конкурсанты демонстрируют в 4 номинациях – вокальном, танцевальном, инструментальном и декоративно-прикладном искусстве. Очень радует тот факт, что сегодня очень много крымско-татарских коллективов, и художественный уровень исполнения этих коллективов становится все выше и выше. Дети с удовольствием занимаются, они изучают свой родной язык, они постигают азы народной культуры. И это, конечно, будущее нашего народа. За выступлениями пристально следят не только соперники, но и члены жюри. Они уже говорят, что назвать победителя будет очень сложно. Эти дети в будущем станут воспитанниками консерваторий, а потом станут известными артистами, музыкантами, актерами. Посмотрим, как они будут выступать, а я в конце дам им несколько советов. Организаторы уверены, основная задача фестиваля – сохранить, развивать крымско-татарскую культуру и укреплять межнациональные отношения в регионе. Действительно, это очень важное мероприятие для Советского района, потому что мы можем показать и своих артистов, и к нам приезжают практически со всего Крыма. Это мероприятие, оно сближает людей, объединяет. За 2 дня фестиваля жюри определили лучших всех призеров и участников наградили грамотами и ценными призами.
Симферополь поставила рекорд по свадьбам. По данным замминистра юстиции Крыма Натальи Пелиоза, прошедшую неделю создали семью более 100 пар. Средний возраст молодоженов – 30 лет. На втором месте Ялта, ну а третий разделили Керчь и Евпатория. В школе номер 3 поселка Советский торжественно открыли спортзал, которого местные жители ждали 22 года. В учебном заведении учатся почти 400 человек. Поэтому над спортзалом оборудовали 2 учебных класса. Это позволит решить проблему второй смены. Сюжет Руслана Минаева. Здесь под навесом проходили в основном игры. Теннисный стол стоял здесь, шашки, шахматы. Здесь проходили занятия силовых упражнений, какие-то атлетика, футбол, ворота. Директор советской школы номер 3 Сейтвели Эмирвелиев показывает, где приходилось проводить уроки физкультуры последние 20 лет. Школа с 1997 года в приспособленном помещении. Спортзала не было. Спортзала не было, занятия проводили, когда где на площадке, где в актовом зале, где в коридорах. Советская школа номер 3 была образована на месте бывшего детского сада. Учебное заведение с крымско-татарским языком обучения одно из самых востребованных в районе. Долгожданный спортзал здесь появился, когда школу включили в федерально-целевую программу. А благодаря поддержке районной администрации и общественных деятелей строительство завершили на 2 года раньше. Конечно же, для нас это большой успех. Это как раз-таки тот случай, когда совместная работа администрации школы, администрации района и при поддержке главы республики мы получили такой вот результат. В просторном спортзале есть площадка для игры в футбол и баскетбол. Оборудованы удобные раздевалки и душевые. Над залом соорудили 2 учебных класса, благодаря чему все школьники теперь будут учиться только в первую смену. Классы получились, как вы видите, просторные, светлые, комфортные, теплые. Поэтому для детей созданы все комфортные условия для того, чтобы они обучались в школе. Помимо непосредственно уроков физкультуры, в этом спортзале будут проводиться творческие номера, различные кружки, секции. Также здесь будет тренироваться местная футбольная команда. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатиме Сейдаметова. Всего доброго.